В минувшие выходные в столице отметили День города. Сухуму исполнилось 2507 лет. Городской администрацией была подготовлена обширная развлекательная программа как для взрослых, так и для детей. В народных гуляниях принял участие президент Аслан Бжания, а также гости. Делегация правительства Москвы, Казани, Чебоксар, Ростова-на-Дону, Краснодара, Донецка и Луганска, прибывшие в столицу на торжественные мероприятия. Делегация правительства Москвы во главе с министром правительства Москвы, руководителем Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергеем Череминым прибыла в Сухум на празднование Дня города. 7 июля с делегацией встретился президент Аслан Бжания. Стороны обсудили ряд актуальных направлений по взаимодействию в области обеспечения безопасности на дорогах, в сфере образования и другие. Сергей Евгеньевич, добро пожаловать в Абхазию. Мне как президенту сегодня впервые я принимаю делегацию правительства Москвы. Я вам признателен за то, что вы приехали. Просил бы большой привет передать мэру Москвы. Хотел бы, чтобы вы знали о том, что Москву мы очень любим. Я очень рад тому, что вы устанавливаете особенные отношения со столицей Абхазии, с городом Сухум. У нас такие амбициозные планы в администрации, в правительстве. В обозримом будущем экономический потенциал города Сухум довести до потенциала города Москвы. Мы планируем активно развивать отношения между нашими предпринимателями, рассматриваем возможности инвестиций, в том числе и в туристическую отрасль, потому что Абхазия сегодня стала одним из, наверное, самых любимых направлений для туризма. И я сам убедился в этом, глядя на то количество людей, которые гуляют у вас по прекрасным набережным. И практически невозможно найти место в гостиницах. У нас сегодня планируется концерт российских известных очень артистов. И большая труппа. Было сложно разместиться, скажу вам честно. Хочу с этим поздравить, кстати. Но, с другой стороны, конечно, республика нуждается в стимулировании развития туристической отрасли, потому что это уникальная возможность для Абхазии использовать гигантский природный потенциал республики. Мы планируем подписать программу сотрудничества с мэрией Сухума, и я очень рад, что у нас контакты носят очень такой активный деловой характер. Буквально несколько дней назад министр внутренних дел находился у нас в гостях, осматривал объекты, в том числе и наш центр управления дорожным движением. Я знаю, что сегодня это одна из тоже очень важных, актуальных проблем. Мы будем стараться тоже помогать с решением этого вопроса и обеспечением безопасности на дорогах, управления транспортными потоками. Мы планируем активизировать сотрудничество в области образования. У нас уже налажены отношения между рядом школ Москвы и школами города Сухум. Будем продолжать помогать с оборудованием. Очень серьезные у нас успехи в области развития здравоохранения. По мнению даже международных экспертов, вошли в список 3 лучших городов, мегаполисов мира, которые наиболее успешно прошли пандемию. Организация Объединенных Наций нас номинировала на 1 место в мире по качеству развития инфраструктуры. Все наши достижения мы хотим также так экстраполировать и делиться нашим опытом с нашими друзьями, партнерами, коллегами. И возможность самому убедиться и самому увидеть, что у нас тут происходит, это, на мой взгляд, является большим стимулом, который будет нас подталкивать к взаимовыгодному взаимодействию. Конечно, в городе огромное количество проблем, но мы в обязательном порядке на лучшие достижения, на лучшие технологии, которые вы реализовали в городе Москва, мы на них будем ориентироваться. Мы пытаемся создать максимально благоприятные условия для ведения бизнеса вообще в целом в Абхазии. Мы особенное внимание уделяем работе правоохранительных органов, вы это отметили, потому как закон, порядок – это одно из важнейших условий для развития бизнеса.
И уже 8 июля, в День города Сухум, в конференц-зале Кабинета министров состоялась торжественная церемония подписания соглашения о сотрудничестве между администрацией города Сухум и правительством Москвы. Подписи под документом поставили мэр Сухума Беслан Эшба и министр правительства Москвы Сергей Черемын. Стороны договорились сотрудничать в торгово-экономической, промышленной, предпринимательской и инновационной деятельности, дорожно-транспортной сфере, в градостроительстве, развитии городской инфраструктуры и благоустройства городских территорий. Вот сегодня мы подписали соглашение, которое, еще раз повторюсь, открывает новые возможности. Это весь социальный блок. Да? Это и спорт, и культура, и образование, и молодежная политика. Вот. Не говоря уже о градостроительстве, возможности развития именно системы ЖКХ, вот, градостроительной документации, имеется в виду архитектуры, во всем нам будут помогать. Москва сегодня это один из лидеров в развитии градостроительной политики, в развитии социальной сферы. И мы хотим своим опытом поделиться с нашими коллегами из Сухума. В администрации города Сухум глава столицы Беслан Эшба провел официальный прием членов делегации, которые приехали на празднование Дня города. Дорогие друзья, дорогие братья, я почему так смело говорю, потому что со всеми с вами у нас подписаны братские отношения с побратимой. Вот. Я очень рад вас приветствовать, все делегации, которые сегодня присутствуют. Спасибо вам большое, что нашли время. Приехали с нами вместе отметить наш День города. Нашему городу 2508 год получается. Мы летоисчисления начали с того времени, когда отметили 2500. Ну так подтвердили историки. А наш город, вот фотографии, видите, как он развивался. Величайшее культурное наследие практически весь город. Мы очень дорожим нашим городом и хотим делиться этой красотой. Добро пожаловать. Еще раз спасибо большое. Хочу каждому из вас, как лично, так и в тех государственных структурах, в которых вы работаете, успех, здоровья крепкого, счастья. И находить больше времени приезжать к нам. Но мы тоже будем стараться у вас гостить. На приеме приветствовали делегации из городов-побратимов, а также гостей церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между администрацией города Сухум и правительством Москвы из Ростова-на-Дону, Краснодара, Чебоксар, Донецка, Луганска, Казани. На празднование Дня города в Сухум прибыл глава города Краснодар Евгений Наумов. По его словам, Краснодар, которому 230 лет, совсем юн по сравнению с древним Сухумом, которому в этом году 2507 лет. От всех краснодарцев я поздравляю вас, жителей Сухума, жителей Абхазии, с Днем города. 2507 лет. Знаете, это, к сожалению, потому что Краснодар в этом году отмечает 230-ю годовщину. То есть в 10 раз, как минимум, история Сухума превышает нашу столицу. Ну, что хотел бы сказать. У нас куча общих. Нам есть где дружить, есть где развиваться. Больше 10 лет уже подписано соглашение о побратимстве. В прошлом году мы подтвердили общее десятилетие. И все то, что наработано, мы будем развивать, будем приумножать. Хочу пожелать процветания, мира, добра. Какое время ждем? Но только рука об руку, плечо к плечу мы справимся со всем. Сегодня еще такой день, в России отмечается День семьи, любви и верности. Такой святой праздник. Дорогие друзья, всех поздравляю и с этим праздником. И еще раз Днем города. Спасибо. В рамках приема состоялся обмен подарками. Мэр Сухума преподнес членам делегации абхазские памятные монеты «Апсары». Такая памятная монета. На самом деле это денежная единица нашего центрального банка. Не все так просто. Фазиль Искандер. Здесь у нас олельное дерево. Вот, то есть это так для сохранения семьи, очага, все, что можно, святыня такая. Спасибо. Это наша город и исторический. Тепло были приняты мэром и руководители делегаций из Луганска и Донецка. Беслан Эшба пожелал им мира и скорого достижения целей. В ответ гости поблагодарили за неоднократную гуманитарную помощь из Абхазии в их республике. Я с большим удовольствием вместе с делегацией нашей города Донецка поздравляем вас с Днем города.
вашего любимого города, за который вы боретесь уже многие годы. И это вызывает огромное уважение. Хотел бы пожелать вам, вашей команде, всем жителям города Сухум мира, добра, здоровья и процветания. У нас настолько тесные отношения, что мы считаем вас своими братьями. И всегда рады вашим успехам. Всегда переживаем, если какие-то вы испытываете трудности. Так же, как и мы за вас. Мы очень благодарны вам, вашей команде, всему народу города Сухум за ту и моральную поддержку, которую вы нам оказываете, и гуманитарную помощь, которую вы нам привозите нашим людям. Огромное вам спасибо, низкий поклон вам. Такое время сложное, идет, по сути, война, вот, и все равно нашли время. Действительно, мы очень дружим и с главой Донецка, и с главой Луганска. Вот прям, нет недели, наверное, или я, или там, мои заместители, чтобы на связи не были с ребятами. Мы очень сильно переживаем и, как говорится, просим Всевышнего, чтобы побыстрее завершилось с тем результатом, который мы все вместе хотим. Дай Бог. Давайте, удачи вам. В прекрасной половине делегации предусмотрели женские подарки. Им преподнесли дамские сумки от абхазского бренда. Ильсураевич, к сожалению, не смог сегодня лично приехать, но для вас и для всех жителей города Сухума он прислал поздравления. Если вы не против, я бы хотела зачитать. Конечно. Пожалуйста. Уважаемый Беслан Федорович, дорогие жители города Сухума, от лица всех жителей города Казани и от себя лично поздравляю вас с замечательным праздником Днем города. Сухум отличается от многих других городов своей самобытностью. В городе удивительным образом сочетаются неповторимый дух прошлого и яркие черты современности. Мы с радостью следим за вашим активным развитием, за насыщенной культурной жизнью, за стремлением городских властей идти в ногу со временем. Многие поколения горожан бережно хранят богатую древнюю культуру и делают все, действительно все, чтобы город всегда был красивым, доброжелательным и открытым миру. У Сухума славная история, динамичное настоящее и, безусловно, прекрасное будущее. Пусть праздничное настроение, царящее на улицах города, даст заряд бодрости и оптимизма на долгие годы вперед. Здоровья и процветания вам и всем жителям города Сухума. Мира, добра, благополучия и тепла в ваших сердцах. Спасибо. 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 И презент это вот такая интересная книга о городе Казани. Вы у нас уже были, я знаю, да. И мы всегда будем рады вас видеть. Мы влюблены в город Казань на самом деле, да. Очень теплое руководство города, очень внимательные. И на самом деле мы уже там, вот, несмотря на то, что недавно буквально подписали, там несколько месяцев назад, уже у нас идет такая плодотворная работа. Спасибо, спасибо. После фуршета гости отправились на праздничные мероприятия, которые организованы в Сухуме в разных локациях на набережной столицы. Амрамич Алексея Гухава, пресс-служба администрации города Сухум. Ко Дню города Москва подарила Сухуму большой концерт с участием российских звезд Дмитрия Маликова, Анны Семенович, Дарьи Антонюк. Мероприятие было назначено на пятницу, 7 июля. И хотя погода внесла свои коррективы, это не испортило праздничного настроения горожанам и гостям. А 8 июля, в День города Сухум, праздничные мероприятия начались с открытия выставки под названием «Сухум. Праздник, который всегда с тобой». Абхазское подворье Аква-Ашта, выставка «Абхазский быт», выступления ансамбля Гунда и группы Апсны Фолк, островок классической музыки. Чего только не было в этот день в столице Абхазии. Празднование Дня города началось с пятничного концерта звезд российской эстрады Анны Семенович, Дмитрия Маликова и Дарьи Антонюк. Мероприятие проходило на Сухумской набережной у колоннады и собрало множество зрителей. В том числе на нем присутствовали президент Аслан Бжания и руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин. Наверное, только это поможет мне.
Первой на сцену вышла Анна Семенович. Она тепло поздравила сухумчан с Днем города, отметив близкие отношения между столицами Абхазии и России, и объявила, что откроет концерт победительница шоу «Голос» Дарья Антонюк. Дарья также поздравила всех присутствующих с праздником и поделилась, что у абхазской столицы очень домашняя атмосфера. Во время исполнения одного из известных шлягеров начался дождь, но пока это не сильно испугало собравшихся. Однако спустя еще несколько композиций стихия разыгралась не на шутку, а люди стали расходиться. К сожалению, из-за сильного ливня концерт пришлось завершить, что, впрочем, не сильно испортило впечатление зрителей. Ты знаешь, что невозможно здесь не думать о разлуке и не вздрагивать тревожно, и не маялся от скуки, и не помнить о расплате, проиграть и сбросить мозг, мы найдем любовь и ласку. Розовый фламинго, дитя заката, розовый фламинго, здесь танцевал когда-то, может жизнь не прожить. Очень красивая певица и очень талантливая. Я всегда смотрела «Голос», и Дарью Антонюк я знаю прекрасно. И я хочу сказать всему абхазскому народу огромное спасибо, что вы так гостеприимны, что вы такие все крутые. И, конечно же, вашему президенту счастья, здоровья, всем-всем! На следующий день празднование Дня города продолжилось. В Центральном выставочном зале открылась однодневная выставка, посвященная столице «Сухум – праздник, который всегда с тобой». В композиции представлено 35 работ абхазских художников, почти все из них из собрания Национальной картинной галереи. Организована выставка при поддержке администрации города. По словам директора ЦВЗ Эльвиры Арсалия, главная тема композиции в этом году – места культурной памяти города. Совершенно особенная, трогательная и колоритная выставка определенно стоит того, чтобы увидеть каждую из работ в праздничный день. Менялись художники, менялся город, но пространство, вот культурное его пространство, да, оно не перестает волновать. Вот в чем цель, суть и задача, наверное, самой выставки. Здесь есть, допустим, графика Зои Аджинджел, да? Здесь есть акварель Варвары Бубновой, Борис Петров, Руслан Габля, Байджан. Это все живописные полотна. И поэтому они сделаны в самой разной технике. И если вы обратите внимание, здесь одни и те же улицы, одни и те же памятники и пространства совершенно по-разному переосмыслены. И это прекрасно. День города, я помню, давным-давно думали, какой день, как это сделать. Не было этого праздника. Я рад, что этот праздник сегодня есть. Потом наш город с большой, с длинной, красивой историей. Очень много-много лет, и его возраст, его красота этого города, она видна невооруженным глазом. Под открытым небом на набережной Махаджиров воссоздали в честь праздника традиционное абхазское подворье. Открытие ярмарки, представленной и фудкортами 7 столичных ресторанов, развлекательной программой и даже образовательной, выставочным стендом Абхазского государственного музея, посетил президент Аслан Бжания, мэр столицы Беслан Эшба, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей правительства Москвы и делегация гостей, глав и заместителей городов России, побратимов Сухума. Аслан Бжания и Беслан Эшба вместе с гостями республики посетили ярмарку, послушали национальную музыку в исполнении 2 ансамблей и даже заслушали короткую, но познавательную лекцию, посвященную традициям Абхазии от представительницы Национального музея. Отовсюду доносились поздравления с Днем города. Ярмарка собрала множество гостей и жителей столицы. Атмосфера праздника буквально витала в воздухе. Не обошлось и без ярких перформансов.
Мэр столицы также поздравил всех сухумчан с праздником. От имени администрации города Сухум, от себя лично хочу поздравить всех с Днем города. Столица Абхазии, город Сухум, является гордостью нашей страны. Мы только так подходим к этому, никак по-другому. Поэтому и хочется в этот день всем пожелать жителям города крепкого здоровья в первую очередь и многочисленных успехов, самых разных, чтобы каждый занимался тем, что ему нравится. И эти возможности, я думаю, кроме республиканских возможностей, но и город тоже будет стараться создать эти условия. Я хочу сказать, что нам еще много предстоит сделать, конечно, создавать такие же условия комфорта, комфортной среды, таких точек радости, скажу. Но мы стараемся на самом деле сделать и создать такие места в городе. Забот много. Вот, если до каждого горожанина мы не дошли каким-то образом, да, чтобы вот я, пользуясь случаем, хочу всех поздравить и вот действительно, чтобы каждый гражданин любил свой город. Если мы так будем относиться к этому, то у нас все получится, всем вместе. В 5 часов в парке у Государственного музея открылась еще одна интересная выставка. На этот раз молодых художников под названием «Сухум. Вчера и сегодня», организованная Управлением по делам молодежи и спорта администрации города. В композицию вошли множество работ, в том числе ретро-фото столицы. Колоритный, живой, настоящий, прекрасный Сухум. На полотнах множество имен раскрывается с самых удивительных сторон. Сегодня вся столица – сплошной праздник. Аутентичный, неподдельный. Такой, каким может быть только сам Сухум. Праздник, который всегда с тобой. Рада Чачава, Заур Кварча, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. Вечером в Абхазской государственной филармонии состоялся концерт «Соколаки Аква». На нем присутствовали делегации из Москвы, Казани, Чебоксар, Ростова-на-Дону, Краснодара, Донецка и Луганска, прибывшие в столицу Абхазии на торжественные мероприятия. Мы города-побратимы, город Чебоксары, столица Чувашской республики, и город Сухум. Поэтому очень передать хочется одни только слова благодарности за то, что устроили такой праздник. Мы от всей души поддерживаем со всем чувашским народом, маленьким, но трудолюбивым, также поддерживаем народ Абхазии, гордый и трудолюбивый народ. Администрация города Луганска поздравляет всех сухумцев с Днем города. Этот знаменательный день хотелось бы, чтобы город развивался, все здравствовали, ни в коем случае ни у кого не было никаких проблем. Хотелось бы, чтобы все-таки в гости приезжали свободно и спокойно и в город Луганск. Вот. И хотелось бы, наверное, пожелать так, чтобы мы все-таки более чаще встречались, а не только лишь на празднике. С праздником! От всех жителей города Казани поздравляю вас с чудесным праздником, с днем рождения города Сухума. Ваша земля настолько богата, и основная ценность – это ваши люди. Люди действительно золото. Здоровья, благополучия и радости в ваших сердцах. Спасибо вам большое. Ростов и Дон давно с абхазами. Еще с 92-93 года наши подразделения казаков принимали активное участие в боестолкновениях с грузинами. С тех времен мы братья не только по оружию, но братья еще городами. Наши города побратимы, поэтому, пользуясь случаем, желаю всем гражданам Абхазии всего самого наилучшего. Если будете в городе Ростове, то милости просим, всегда будьте как дома. Я представитель города Донецка, заместитель мэра Моисеенко Виктор Викторович. Я впервые в Сухуме на праздновании дня рождения вашего города. Нам здесь очень нравится, к нам очень по-доброму относятся. Очень много интересного мы узнали. Я хотел бы выразить слова благодарности мэру Беслану Федоровичу, его команде, всем людям города Сухума, которые в это тяжелое для нас время, во время боевых действий, поддерживают нас. Поддерживают не только морально. Я должен сказать, что Абхазия первая признала Донецкую Народную Республику как самостоятельную от Украины республику. Помогают нам и материально. Вот неоднократно были у нас конвои, которые привозили гуманитарную помощь. Поэтому мы
очень рады, что у нас сложились такие добрые, теплые отношения. Я хотел бы пожелать жителям города Сухума здоровья, мира, добра, благополучия и процветания. Мы надеемся, наши дружеские отношения города Донецка и города Сухума будут продолжаться и укрепляться. Краснодар приветствует жителей и руководство города Сухум. Мы более 10 лет сотрудничаем, между нами подписано соглашение. И, конечно, мы всегда рады приветствовать у нас на Кубани, в городе Краснодаре, представителей города Сухум. И сегодня вот мы находимся и чествуем, празднуем совместно с вами очередную, так сказать, дату города Сухум. Отрадно отметить движение вперед. И самое главное, при этом всем сохраняются прекрасные традиции. Все, что касается Республики Абхазии, мы рады поздравить, так сказать, и не только город Сухум, в целом, так сказать, народ Абхазии. И, конечно, говорим о дружбе, говорим о добрых отношениях. И хотим пожелать процветания не только городу, как столице республики, но всему абхазскому народу. Абрихакалык иштаты какача, рехапсны аготоп, зиграста бзе яхко агва акалакю. حسيتسنبا خمش أكلكيجا نحط باش حراك بشرة بس حجوب ريز بنزر حكلك ناس يا أريدوم زر يشوب سرطانيامو بتورخ دود زامو أو خوجيكي حرلخ جخ بربشكالي أحسب حبريزة أوس حزبيت يخاص سرطانيا حزايد شبا أجوا كلاكير عند يخاحوز يعني وببرها ريحة سبوريغوت يحضر نحاولت حواجلر يردر نحاولت يخبي أمش ناصري أو سراس خنزا قبشوا حكى لكي كنت خو حكى لكي حواجلر بريق واخورل يردر كليت حب الساقب شو تسرا وينويس ناس يدرويت سندا أياي رأيجي بشوب سخط ويت وبراجع نحدود زكاة على رنيوب حكى لكي جبري إنما دنا وسمي بقت بحرجو بحاجي حرب شدر سزعنا На концерте выступили известные абхазские эстрадные исполнители, а также ансамбль танца «Кавказ». А завершился день праздничным салютом.